Доброе утро, уважаемые телезрители. Якутия-24, НВК Саха. Вы смотрите телеканалы. И «Утро Якутии» в эфире. Вместе с вами сегодня будем встречать пятницу, 21 октября, последний рабочий день недели. Ну, для тех, кто работает пятидневку. Я думаю, таких большинство. И поэтому есть повод улыбнуться с самого утра. Наконец-то пятница наступила, и это хорошо. Чем мы будем встречать этот день, как обычно, интересными гостями и интересными с ними беседами? Конечно же, наши традиционные рубрики, много полезной информации, познавательной. И, кстати, сегодня мы подведем итоги нашего фотоконкурса, который мы объявили в понедельник. Поэтому следите, оставайтесь с нами до самого конца. Мы обязательно объявим имя победителя, потому что мы уже знаем, кто это, а вы это узнаете ближе уже к концу нашего утра сегодняшнего. Вот. Ну и не забывайте подписываться на наш телеграм-канал. QR-код вы видите на экране, можете его отсканировать при помощи своего смартфона и прямиком окажетесь на нашем телеграм-канале. Если же вы любите путь сложнее, то заходите в телеграм, заходите в поисковик в нем, пишите «Утро Якутии» слитно, и все у вас получится. Ну, а пока вы спали, несколько событий произошли в мире, поэтому мы о них вам обязательно расскажем. Ну, во-первых, президент России Владимир Путин подписал закон об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств. Начнется этот эксперимент с 1 марта в Москве, Подмосковье и Белгородской области. Продлится 3 года, и на результате этого, по итогам этого эксперимента будет принято решение, смогут ли продавать рецептурные лекарства в онлайн-формате или все-таки все останется как и прежде. Ну и главная новость. Сахатранснефтегазсбыт повысил цены на дизельное топливо на 9 рублей. Теперь стоимость за литр составляет 75 рублей 20 копеек. Ну, для многих автолюбителей, конечно же, эта новость будет не такой приятной. Тем не менее, очень сильный расход топлива обычно идет зимой, холода наступают, люди меньше морозят машины, поэтому все-таки имеет смысл поговорить о чем, о том, какая погода сегодня за окном нас может ожидать. В центральных районах Якутии сегодня от минус 4 до минус 9, в Заречной группе от минус 6 до минус 14. В южных районах от минус 4 до минус 5, в Вилюйской группе от минус 1 до минус 5. В нижнеленских районах сегодня 6 градусов ниже нуля, в западных от 0 до минус 1, в Калмык-Дигирской группе улусов от минус 6 до минус 22. В Янских районах 10-24 ниже нуля, на северо-западе 8-12, также ниже нуля. В городе Якутске сегодня температура воздуха в 6 часов утра составила 6 градусов со знаком минус, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, ветер западный 1 метр в секунду. Сегодня днем ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, температура воздуха минус 1, минус 3. Ну а прямо сейчас хочется пожелать приятного аппетита тем, кто уже приготовил себе завтрак и непосредственно его кушает, тем самым заряжается силой и энергией на весь день, потому что все мы знаем, что завтрак — это главный прием пищи, потому что именно он задает тон работы. Тем не менее, традиционно в пятницу вместе с вами мы готовим интересные какие-то завтраки с нашими шеф-поварами, поэтому прямо сейчас давайте попробуем что-нибудь приготовить, если вы еще ничего не приготовили. Доброе утро! Меня зовут Бисов Александр, я бренд-шеф парка Ордел, ресторан «Высота 160». Сегодня мы готовим кабачковые кейки с соусом тартар и зеленью. Выкладываем в миску кабачок, примерно, значит, для того, чтобы нам его выпечь, нужна форма. Я использую силиконовую в виде кексиков. Значит, на 3 формочки берем где-то 100 грамм кабачка. Столовая ложка муки, столовая и чуть больше столовой. Далее соль, перец. Добавляем зелень. И вбиваем одно куриное яйцо. Далее замешиваем тесто, так как делаем на глаз. Мы понимаем, что вот сейчас тесто получилось достаточно жидким.
Поэтому можно добавить немного муки совершенно. Совсем чуть-чуть. Если добавить слишком много муки, будет очень тяжелый результат. Смазываем формочку маслом и наполняем ее содержимым. Далее разогреваем духовку или конвекционную печь на температуру 180 градусов. Выкладываем наши силиконовые формочки на противень и выпекаем в течение 10 минут. Наши кексы готовы. Начинаем сервировать тарелку, блюдо. Выкладываем на основание рукколу. Наши кексы. Соус тартар. Декорируем в произвольной форме, произвольной. И для яркости добавляю томаты черри, резанные кубиком. Итак, наши кейки из кабачков с рукколой и соусом тартар готовы. Приятного аппетита! Ну, это тему полезного питания продолжим. Министерство здравоохранения Российской Федерации объявило неделю здорового питания и призывает каждого человека задуматься о своем здоровье, ежедневном рационе и делать осознанный выбор. По данным Всемирной организации здравоохранения, человечество переедает крахмалосодержащих продуктов. Хлеб, картофель – это на 10% переедания составляет, сахара на 30-35%, недоедает мясо на 25%, молока не допивает на 30%, овощей и фруктов потребляет на 45-50% меньше, чем необходимо. Вот о сбалансированном рационе, вообще о полезном питании поговорим с нашим гостем. Это кандидат медицинских наук, врач-диетолог Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Анастасия Савина. Доброе утро. Доброе Анастасия утро. Дмитриевна. Что же все-таки такое здоровое питание? Очень часто мы об этом говорим, но тем не менее у всех представления о нем абсолютно какие-то разные бывают. Да, действительно, терминов очень много, синонимов. Это и правильное питание, и рациональное питание, и сбалансированное питание. Но, наконец-то, в марте 2020 года вышел федеральный закон 47, где обосновали термин «здоровое питание». Это ежедневный рацион, который основывается на принципах здорового питания и отвечает требованиям безопасности, создает условия для физического и интеллектуального развития, жизнедеятельности человека и здорового потомства. Таким образом, здоровое питание – это залог здоровья. Это здоровье не только наше, но и наших будущих детей. И здоровое питание как часть здорового образа жизни в комплексе с трезвостью, с режимом дня согласно биоритмам, с физической активностью, стрессоустойчивостью, продлевает наше активное долголетие, сохраняет нам здоровье, ну и поддерживает наше здоровье. Вот я уже сказал о том, что по данным, у нас как бы с рационом все по статистике не очень хорошо, где-то переедание, где-то наоборот недоедание. Все-таки в целом какие проблемы питания сегодня существуют, помимо вот этой процентовки? Да, действительно, проблемы есть, они повсеместные. Можно сказать, что это как эпидемия захватила весь мир, и в том числе не обошла она нас. Во-первых, это дефицит воды. Нарушен водный баланс организма. Мы употребляем, практически не употребляем чистую питьевую воду. А расчет должен быть 40 мл на килограмм веса, особенно для нас, северян. Потому что мы, сами того не замечая, теряем очень большое количество воды. Второе – это передержанный голод. Это когда пропускаются основные приемы пищи. Чаще всего это завтрак пропускается, или обед бывает на рабочих местах, составляет только чай с конфетами. Или печенюшками. И с печенюшками, да. И получается, мы к вечеру получаем такой дефицит энергии, что это просто приводит к вечернему зажору. Мы переедаем вечером. И, конечно, это тоже отражается на нашем сне.
Далее, слишком мало полезных жиров в нашем рационе, именно природных жиров, потому что жиры, главная их функция жиров – это обеспечение нашего организма кислородом. И когда нет полезных жиров в рационе, мы испытываем кислородное голодание, гипоксию. Отсюда и, в общем-то, как по цепной реакции развиваются проблемы со здоровьем. Также мы кушаем очень мало клетчатки. Это пищевые волокна, которые есть не только в овощах и фруктах, но есть и в зелени, в ягодах, в крупах, бобовых культурах и орехах. И клетчатка – это пища для нашей микробиоты, и мы его должны употреблять практически в каждый прием пищи. Вот такие проблемы существуют, и кроме того, это просто беда современности. Это огромное количество рафинированной еды в рационе. Это продукты, которые прошли глубокую промышленную переработку, содержат очень много сахара, соли, различных пищевых добавок. И буквально 80% продуктов на прилавках магазина, они именно представлены рафинированными продуктами в красивых упаковочках. Я так понимаю, что вот те же самые лапша, допустим, быстрого приготовления, то же самое, тот же рафинад. То же самое. Вот. Поговорим немного про республиканский центр. Какие проекты по здоровому питанию реализует сегодня он? Да, работы очень много, проектов много. Хочу остановиться на проекте «Уроки здоровья», уроки здорового питания в школах города Якутска. Эти уроки проводятся с 2016 года. И в прошлом году этот проект принял участие в 3-м всероссийском конкурсе «Здоровые города России» и занял 2-е место в России. С апреля 2021 года стартовал другой проект «Школа здорового питания». Эта школа проводится в различных форматах. Это и онлайн-формат, это и очно-заочная, и очная форма. Анастасия Дмитриевна, о проектах мы еще поговорим после короткой паузы, которая прямо сейчас будет, но мы после нее вернемся и продолжим наш эфир. Продолжим говорить, во-первых, о здоровом питании, ну и помимо этого еще много интересного в нашем эфире у нас сегодня будет. Доброе утро, Якутия! Доброе утро, коллеги! Сейчас блок новостей. Многодетные отцы с 3 и более детьми освобождены от частичной мобилизации. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В отношении более чем 9,5 тысяч отцов призыв отменен. Они отозваны из воинских частей и возвращены домой. Вячеслав Володин также отметил, что контроль над ситуацией со стороны депутатов Государственной Думы будет обеспечен. Отделы управления ЗАГС Республики начали регистрировать браки мобилизованных якутян в день подачи заявления. Для этого необходимо предъявить документ, подтверждающий, что один из будущих супругов подлежит призыву в рамках мобилизации. Обоснованием для ЗАГСа может стать повестка, выданная военным комиссариатом. Отметим, что управление организовало дежурство сотрудников в нерабочее время. При входе в помещение указан номер телефона для подачи срочного заявления. Ну, по всей республике, да, на сегодняшний день это 421 брак зарегистрирован на основании мобилизации. Ну, а по городу Якутску из этой цифры это уже 195 на сегодняшний день. По заявлению граждан мы не имеем права отказывать, и, соответственно, дежурный сотрудник, он подходит в отдел, да, и регистрирует браки вот в этом ускоренном порядке. А в честь празднования Дня матери в республике в перинатальном центре торжественно выписали новорожденных. Всего отправились домой 14 детей. Из них 4 девочки и 10 мальчиков. В этот день матерям вручили памятные подарки, один из которых – сертификат «Целевой капитал Дети столетия» на сумму 100 тысяч рублей. Его можно использовать на улучшение жилищных условий, образование детей, высокотехнологичную медпомощь и другие направления.
Это очень радостное событие для всех нас. Вот эти 14 детишек, которые сегодня выписываются, мы очень рады за них. Поздравляем все семьи, мамы и семьи с таким знаменательным событием. Хочется отметить, что в рамках демографической политики, проводимой государством, республикой, главой республики, правительством республики, здравоохранением, Министерством здравоохранения проводится очень много мероприятий. Соответственно, хочется отметить, что у нас работает трехуровневая система перинатальной, неонатальной медицинской помощи. Она работает по всей республике. Поэтому мы уделяем особое внимание здоровью, сохранению здоровья женщин, начиная с того, как они еще девочки. Фестиваль профессий стартовал в Якутске. В республике проект проводят в первый раз. Так, на базе музея «Россия. Моя история» порядка 800 учащихся на практике проверят себя в 15 профессиях 4 отраслей – цифровой, креативной, здоровой и индустриальной. При этом предварительно дети проходят диагностику по материалам, разработанным ведущими институтами страны. Фестиваль проводят по нацпроекту образования, а в стране он стартовал еще в прошлом году в Санкт-Петербурге. В Якутии действует наш стратегический партнер, это ЦОП, который занимается реализацией проекта «Билет в будущее». И для нас очень важно, чтобы в том числе якутские школьники воспользовались бесплатно, подчеркну, бесплатно теми сервисами, которые предоставляет Российская Федерация. То есть не только с точки зрения ума, да, и сознания понять, что тебе интересно, но попробовать руками. Это очень важно, потому что тогда на самом деле школьники готовятся к серьезному профессиональному выбору. Это «Утро Якутии». Перед нашей короткой паузой мы начали обсуждать вопрос здорового питания. В гостях у нас кандидат медицинских наук, врач-диетолог Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Анастасия Савина. Анастасия Дмитриевна, мы прервались на вопросе о проектах Центра по здоровому питанию, которые сегодня реализуются. Давайте продолжим об этом говорить. Да, школа здорового питания, она не только для населения нашей республики, но она еще как методическая помощь для медицинских работников, которые работают с населением. И поэтому сделаны 4 видеоурока, которые размещены на канале Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Можно смотреть эти уроки, можно показывать населению эти уроки, можно потом обсуждать. Также с этими уроками мы выходим в коллективы по заявкам и проводим уже в очной форме эти уроки. Они тоже пользуются спросом. Третий проект, он стартовал в январе этого года. Называется «Курс по коррекции веса». Но мы его называем, как бы по-современному, марафон по формированию здоровых пищевых привычек, путь к здоровью, стройности и красоте. Это уже такая объемная работа с населением, которые хотят на практике выработать вот эту здоровую пищевую привычку. Этот курс длится 1,5 месяца. Он для населения проводится бесплатно. Я сопровождаю все эти 1,5 месяца. Дается меню, дается рецепты и памятка по здоровому питанию. И под моим сопровождением эти люди находятся в течение 1,5 месяца. И как приятный бонус они получают снижение лишнего веса, снижение объемов, что сильно радует. И формируют правильные пищевые привычки. Да, и формируют правильные пищевые привычки. К выходу из марафона они уже умеют сами составлять сбалансированный рацион. Анастасия Дмитриевна, и последний вопрос касается исключительно наших северных особенностей и питания. То есть есть какие-то особенности для нас, северян, по питанию? Да, конечно. Мы живем в условиях крайнего севера. Это очень суровые условия для организма. Здесь у нас выработался годами, столетиями, десятилетиями свой тип питания, белково-жировой. То есть надо больше мяса кушать? Да, мясо и жиров природных. Анастасия Дмитриевна, спасибо большое за эту очень полезную беседу. Я думаю, многим она придется кстати, и кто-то воспользуется и советами в том числе. Ну а мы, продолжая тему здорового питания, хотелось бы отметить, что сегодня, 21 октября, отмечается Всемирный день йододефицита, также известный как Глобальный день профилактики йододефицита.
инфицированных расстройств. Около 30% населения мира проживает в районах с дефицитом йода, а более 1,5 миллиарда человек во всем мире подвержены риску йода-дефицита. И такой день имеется в нашем календаре. А какими еще событиями сегодняшний день знаменателен, узнаем прямо сейчас. На календаре 21 октября. Сегодня отмечается Международный день кредитных союзов. По народному календарю в этот день отмечается память двух святых – Трифона Вятского и Пелагии Антиохийской. В 1520 году Магеллан открыл пролив, названный впоследствии Магеллановым. В 1805 году произошло Трафальгарское сражение – историческое морское сражение между английскими и франко-испанскими морскими силами. Произошло 21 октября 1805 года у мыса Трафальгар на Атлантическом побережье Испании около города Кадис. Битва стала главным морским противостоянием XIX века. В 1997 году учреждена литературная премия Александра Солженицына. Учредитель премии – Русский общественный фонд Александра Солженицына. Премия присуждается ежегодно за произведения в прозе, поэзии, драматургии, литературной критике и литературоведении. В этот день родились Сэмюэль Кольридж, английский поэт-романтик, критик и философ; Альфред Нобель, шведский химик, инженер, изобретатель динамита, учредитель премии; Евгений Шварц, советский писатель и драматург; Михаил Шура-Бура, советский и российский ученый, патриарх отечественного программирования; Никита Михалков, советский и российский актер, режиссер, сценарист и продюсер, общественный деятель; Биньямин Нетаньяху, израильский государственный и политический деятель; Андрей Гейм, советский, нидерландский и британский физик, нобелевский лауреат. Именины в этот день отмечают Василий, Виктор, Владимир, Дмитрий, Елизавета, Иван, Мария, Надежда, Николай, Павел, Пахом, Пелагея, Петр, Серафим, Таисия, Татьяна и Трифон. А на днях в смарт-библиотеке города Якутска стартовал инклюзивный благотворительный проект «Обнимаю сердцем», цель которого – создать среду, где люди вне зависимости от физических и ментальных способностей могут созидать. Подробнее об этом проекте, как он устроен, где располагается, расскажет Полина Долинская. Услышать тишину, увидеть кончиками пальцев – все это стало возможным для гостей и жителей города Якутска. На этой неделе на площадке смарт-библиотеки открылся мультисенсорный квест в пространстве особенной реальности. Проект «Обнимай сердцем» – первый опыт подобных экспозиций, на идею реализацию которого ушло 6 месяцев. И хотя время было ограничено, все это стало возможно благодаря ангелам добра. В апреле месяце эта идея пришла, мы обсудили с руководством компании и решили, что это нужно воплощать. И появилась также идея народности, что, может быть, людям будет это интересно, людям будет интересно вкладываться, я имею в виду своими знаниями, своими навыками, способностями, просто отдавать душу людям в помощь. И я обратилась к своим ангелам добра. Ангелы добра – это волонтеры, меценаты и все те неравнодушные граждане, которые не смогли остаться в стороне. В команде более сотни творческих и талантливых людей из различных сфер общественной жизни. Люди, которые объединились вокруг добра и взаимной поддержки. Ангел – это проводник Бога, который обладает какими-то сверхъестественными способностями. Поэтому каждый человек, особенно те люди, на которых направлен данный проект, они являются особенными людьми. Они больше слышат, больше чувствуют. Поэтому мы, как проводники данного проекта, только можем поддержать, помочь, кто финансово, предприниматели, кто какими-то, может быть, своими мастер-классами. Очень много предпринимателей и очень добрых людей. В смарт-библиотеке будут представлены 2 зоны – экспозиционная и экскурсионная. В экскурсионной вы поговорите руками, поиграйте в звуковой мяч. Взрыв эмоций вам подарят медитации от энергопрактика Евдокии Эйге. Вы нарисуете ладошками свои чувства и обнимете сердцем мир. А также каждый посетитель сможет пройти коридор ощущений.
Данный проект нацелен не на то, чтобы рассказать о людях с инвалидностью, но и дать каждому прочувствовать, что же испытывают эти люди каждый день. Сейчас мы находимся в коридоре ощущений. На мне очки, где абсолютно ничего не видно. И тактильные стены разных фактур, для того, чтобы человек на ощупь прошел этот коридор и попытался отгадать, что же у него находится на кончиках пальцев. По своим ощущениям скажу, что это достаточно непросто. У тебя обостряются абсолютно другие органы чувств, и ты по-другому воспринимаешь этот мир. Посетители экспозиции смогут увидеть выставки картин, дневники родителей особенных детей, потрогать мягкие книги, услышать говорящие картины, посетить тифлокиносеанс и, конечно же, своими глазами увидеть стенд великих людей, которые добились признания в различных областях – в спорте, науке, музыке и кинематографе, несмотря на свой недуг. Это очень хороший проект и для понимания жителей Республики Саха-Якутия, да, инвалидов, нацелен этот проект. Вот. Я думаю, должны каждый житель Республики Саха-Якутия должен сюда приходить и узнать, да, что-то новое и какие люди рядом с ними живут, вот, про инвалидов. Проект «Обнимая сердцем» рассчитан на 1 год. За это время экспозиция будет постоянно обновляться. Каждую неделю будут проходить встречи с успешными людьми с ограниченными возможностями здоровья. Зоотерапия для детишек, кулинарные, спортивные, медитативные мастер-классы, уроки фотографирования, видеовстречи. Экскурсии будут проходить в библиотеке «Смарт» по адресу улица Ларионова, 12А, 3-й этаж. Полина Долинская, Джулус Иннокентьев, Якутск. Это замечательно на самом деле, что есть такая возможность узнать, ну, фактически совершенно другой мир. Причем мир людей, которые проживают вместе с нами, бок о бок, мы с ними делаем какие-то дела. Вообще, в принципе, развитие всестороннее — это всегда хорошо, потому что, ну, лучшие инвестиции в себя, в свой интеллект, в свои познания и так далее. А другой вопрос — это инвестиции в свой труд, в свои навыки. И так вот, например, первая школа Гленска открыла курсы парикмахерского дела. Уже 33 человека записались, обучаться они будут 1 год и 10 месяцев. Подробнее об этом в следующем материале. Мыть голову и делать пробор – это должны научиться делать обучающиеся за 4 занятия этой недели. На первый взгляд кажется просто, но у девочек это занимает более получаса. Еще не все могут это спокойно сделать, на это в среднем тратится 5-7 минут, мы делаем это по 40. Ну, то есть первые разы это все очень долго, они каждый сантиметр, каждый волос ведут, хотя это должно быть интуитивно. Маргарита Чайникова ходит на курсы парикмахерского дела с самого их начала. Девушка рассказывает, что ее с детства привлекала эта профессия. И когда появилась возможность получить начальное профессиональное образование при школе, да еще и бесплатно, она, не задумываясь, записалась. Старается не пропускать занятий и признается, что ей это очень нравится. Сейчас я девушке помыла голову, нанесла кондиционер, шампунь. Сейчас мы будем... подсушили их, сейчас будем делать на проборы, учиться это все. Работают девочки по двое. Сначала одна выступает в роли парикмахера, другая в роли клиента. Потом меняются. Я хочу развиваться в разных сферах. Вот решила попробовать парикмахерство. Мне помыли голову. Ощущения хорошие. 5 рабочих мест, оборудованных подобно профессиональному салону парикмахерской. Полный набор инструментов и покрасочных средств фирмы «Эстель». Оксигенты, все виды шампуней. У нас предоставлена вся линейка, которая для домашнего ухода, чтобы мы тоже с этим знакомились. Предоставлена вся линейка у нас укладочных средств, начиная от лака, заканчивая воском. Все, что нам нужно для химической завивки, все, что нам нужно для укладок, для окрашивания. У нас все есть. На стартовом этапе этого будет достаточно. Парикмахерское дело ведет Валерия Хандогая. Работает девушка в одном из салонов города. В свободное время преподает в школе. У меня прям диплом государственного образца, поэтому я подошла на эту профессию. Вот здесь могу работать, потому что есть такой диплом. Потом я переучилась на педагога доп. Образования. И все вместе совместили и получили мастера производственного обучения.
3 дня в неделю у девочек проходит теория, 1 день практика. До конца текущего года девушки должны научиться не только мыть голову и делать пробор, но и уметь сделать укладку и различные стрижки, как женские, так и мужские. В следующем году у нас будет, мы начнем с химической завивки. Тоже там сейчас много разновидностей химической завивки, она сама осталась в прошлом, но техника всегда остается неизменной. Поэтому у нас как по ГОСТу есть название химическая завивка, такая она у нас и осталась. Потом у нас будет прически и окрашивание. Вот. И так мы закончим наш год и 10 месяцев. В конце, в принципе, кто-то уже будет в 10 классе, кто-то будет в 11 классе. Кому есть 18, пожалуйста, пойдут работать. Девушки уже написали несколько зачетов по прошедшим темам. Валерия довольна. Интерес есть, значит, и результат тоже не заставит себя ждать. В планах у педагога, когда девушки научатся хорошо стричь, открыть бесплатную парикмахерскую при школе. Она оформлена по всем правилам парикмахерской. То есть есть зона, где можно помыть голову, есть зона с дополнительной подсветкой, где можно заниматься именно как парикмахеру, мастеру, там стричь будут. Из районного бюджета на открытие парикмахерской выделено более 400 тысяч рублей. Сегодня руководство школы обсуждает вопрос еще и начала профессионального образования мальчиков. Пока решается, в каком направлении оно будет вестись. Светлана Балеева, Александр Ильчук, Ленск. Вообще сегодня в школьных программах у детей можно встретить много разного, и разговоры о важном, и даже уроки искусственного интеллекта. А вот наша съемочная группа побывала недавно в Республиканской специальной коррекционной школе-интернате, ведь только в этой школе преподают уникальную и интересную дисциплину – канистерапию. Собаки-терапевты – это уникальное средство реабилитации детей с особенностями развития. Это направление имеет богатую историю за рубежом, в России же появилось недавно. Этот метод начал набирать популярность и у нас в столице. Сегодня его используют для того, чтобы помочь детям с ДЦП, аутизмом, гиперактивностью, проблемами со зрением или слухом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Секрет целебных свойств канистерапии заключается в том, что для ребенка собака выполняет функцию мотиватора. Она стимулирует его на активную работу и достижение успеха. На самом деле, используя собаку, специалист создает условия, в которых ребенок самостоятельно начинает и осуществляет действия, необходимые для тренировки. Поступив в эту школу в 1 класс, мой ребенок обучался кружку канистерапии. Канистерапию проводила Любовь Петровна Андреева. Это был ее метод, которым она обучалась в городе Санкт-Петербурге со своим питомцем Осфаном. Наблюдая за своим ребенком, он стал заниматься тем, чем он занимается в школе. То есть у него 2 раза в неделю были занятия канистерапии в школе вот с Любовью Петровной. И он, приходя домой, делал то же самое с Мишей. Это он обучил его быть канистерапевтом. Потом мы прошли дополнительную подготовку у Любовь Петровны. Она проверила все его навыки, насколько он подходит, насколько он не агрессивный, может общаться с детьми. Мы провели также ветеринарную полностью проверку. Канистерапевтом может быть только абсолютно здоровая собака, получающая все прививки. И вот после этого мы уже стали заниматься с детьми. То есть канистерапевт – это и вы, и собака тоже получает такой статус, как канистерапевт, правильно? Да, это обязательно документально подтвержденные факты. Практикуем эту методику около 4 лет уже, по запросу. Мы не делаем это постоянно, то есть, да, мы приходим в школу по запросу детей, по запросу педагогов, да. Это очень важная методика, так как она расслабляет детей, она позволяет им приспособиться к внешнему миру. Ребенок слабослышащий, он плохо выговаривает слова, и когда ему нужно, чтобы его поняла собака, он старается правильно и четко выговорить слово, чтобы собака его поняла и выполнила команду правильно. То есть здесь, помимо того, что развивается некая моторика, да, дети воспринимают, да, иначе, как-то вот животное, да, проходит боязнь, еще и произношение речи меняется у ребенка. Да, произношение речи, дети прилагают усилия для того, чтобы правильно выговорить слова, потому что собака не понимает, если неправильно говорить. Канистерапия вызывает ответственность перед животными. Это в первую очередь очень важно. На самом деле не все дети могут себя правильно обслуживать, а тут, если у тебя есть собака, да, это появляются обязанности. Что хорошего Миша может сделать для вас? Сидеть и радоваться. Хорошо. Еще что Миша может сделать для вас? Миша может нас радовать и
Вылечать. Вылечать, умница. То есть он лечит вас, да, Миша? А как он вас лечит? Что у вас появляется? Он дрессируется, и мы радуемся так и смеемся. Спасибо, Миша! Ай, молодцы. Как прекрасно наблюдать за дружбой человека и собаки. Порой бывает трудно отказать любимому питомцу, когда он жалостливо выпрашивает кусочек со стола. Трудно, но необходимо. Давайте разберемся, зачем и как хозяин должен говорить своему питомцу «нет». Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня также мы с Агатом покажем вам отказ от лакомства с рук. Навык. Для чего он нужен? Этот навык вырабатывает выдержку у собаки и обучает ее пониманию, что можно, что нельзя, в какой момент можно есть, в какой момент нельзя. Отрабатываем следующим образом. Собачка сидит рядом. Лакомство мы берем один кусочек в ладони в открытой. Предлагаем собаке, сверху опускаем руку, команда «возьми». Возьми. Собачка съела. Берем 2 кусочка лакомства. Один зажимаем большим пальцем, а левой рукой берем вот так вот кусочек. На открытой ладони предлагаем, звучит команда «фу», а левой рукой мы привлекаем глазки. Фу! Команда «фу» звучит жестким тоном. Фу! Левой привлекли глазки, собака сидит, не берет и смотрит вам в глаза. Потом убираем левую руку, команда «возьми», с правой руки отдаем кусочек. Это мы так приучаем собачку, а обученная собака уже на команду «фу» не берет и смотрит вам в глаза. Агат, фу! Эй, возьми. Да, молодец, хорошо. Это еще подросток, он только-только проходит обучение, собака до конца не отработанная, поэтому все у нас в процессе с ним. А на сегодня все. Встретимся в следующем эфире. За окном осени для любителей рыбалки это особая пора. Рыбалка в Якутии привлекает не только рыболовов с ближайших регионов, но и со всей России. Для того, чтобы собрать клевый улов, необходимо знать все тонкости. Это то, ради чего сюда едут рыболовы-блогеры. Наша коллега Полина Долинская встретилась с фанатами рыболовного искусства. Мирам, Вячеслав, здравствуйте. Здравствуйте. Вячеслав, вы являетесь опытным рыбаком, и вы объездили большую часть нашей республики. Вот зачем и для чего вы приглашаете рыбаков с других районов, и что показал опыт прошлых лет? У меня такая традиция каждый год приглашать кого-нибудь к нам в Якутию, чтобы популяризировать нашу якутскую рыбалку, чтобы больше людей узнавало о нашей республике, через интернет, через YouTube. Вот. Мирам, вы в первый раз в Якутии? Да, вообще. Поделитесь своими впечатлениями. Целый в России первый раз. Приехал. Вообще, да? Да. Расскажите. Я в шоке. Мне нравится. Ну, так как вы приглашены в программу, которая посвящена рыбалке, может быть, у вас есть какая-нибудь мечта, заветный трофей, за которым вы приехали в Якутию? Я трофеев ловил много. Я, во-первых, не за трофеи, я просто лично увидаться приехал со Славой. Разнообразие рыб очень большое в мире, и везде рыбалка по-своему интересна. Вот. И сейчас Мирама я пригласил к нам в Якутию половить щуку, окуня. Если получится, повезет, то, конечно, мы поймаем и белорыбицу, там сик, налим будет. А если совсем уже крупно повезет, то, возможно, поймаем тайменя даже на реке. Ну, мы желаем вам удачи, Вячеслав. Сразу тогда расскажите, какой ваш нынешний маршрут, по какому принципу вы его пролагаете? Во-первых, я рыбачу в Жиганске традиционно, ежегодно открытие первого льда. И вообще хочу приурочить к этому даже некое такое событие, чтобы в плане подледной рыбалки в России, в других регионах, странах СНГ, то, что подледная рыбалка начинается именно с Якутии. То есть, чтобы это была такая традиция. И первый лед встает на северах. Вот я сейчас недавно ездил еще севернее в Анабарский район. Уже там лед стоит, я уже по льду порыбачил, налим половил. И сейчас я ребят везу в Жиганск, в Жиганский район. Там тоже сейчас ледостав, протоки все замерзли, лед уже окреп, 10 сантиметров.
И мы там каждый год, ежегодно сами рыбачим. То есть, и вот сейчас я ребят тоже туда приглашаю. Я приехал с Казахстана. У нас город, северный регион, город Атбасар, самый холодный город Казахстана. Я оттуда приехал. У нас в каком-то году, в прошлом веке, достигло минус 57. Ну, почти Якутия. С холодного города в холодный город приехал. Ну да, то есть вы особо климатически никак не пострадали, да? Повлияли ли санкции, кстати, на ваше увлечение, на развитие ваших блогов? Вы знаете, сейчас вот интересный случай произошел. Перед покупкой билета вот я Мираму сообщил, чтобы он купил билет только до Якутска. И когда мы прилетим в Жиганска, я сказал, что мы купим ему билет обратный, чтобы тут всегда есть в свободной продаже. И вот в свете последних событий резко прям вот он купил, и через 20 минут... 2 минуты. Через 2 минуты там билет подскочил прям... В 100-кратном размере. Даже не в 100, по-моему, в 900-кратном, что ли, в 1000-кратном, по-моему. То есть вы еще успели выгодно приобрести билет? Ну, он совсем... 2 минуты. Также вы, Мейрам, еще и музыкант. Я знаю, что вы хотели как раз для наших телезрителей исполнить номер. Да. Просим. Это называется наш казахский инструмент, национальный инструмент домбра. Песня Сардана Сибеки. О, это же наша якутская песня. Сахам сирин сайның кергете, диллагының хунуларга. Мин таптири кереси беким, диктинарын сардана. Сардана сибекин кәре күстің, толгутар min duhabin. Сардана кәре күстің көрутің, Чондо хатын йорда торухтун. Большое вам спасибо. Но я чувствую, в поездке вам будет очень весело, еще с таким музыкальным инструментом. Вячеслав, а расскажите, может быть, были какие-то интересные, забавные случаи как раз-таки во время ваших съемок? Вы знаете, в прошлом году ко мне приезжал блогер из Сибири. У него такое название даже канала «Сибирия». Мы пошли с ребятами проверять сети на карася. И что вы думаете? Ну, выпал снег. В общем, идем. Сети проверили, все. Съемку провели. Обратно возвращаемся. Ребята говорят, осторожнее, есть эти глазки, которые, лунки большие, да, проруби, которые просто припорошило снегом. Я шел, и рядом со мной шел блогер в Сибири, и он провалился в эту штуку. С ним все в порядке, он не простудился. Я это все заснял, в общем. Там вообще было столько... Для контента очень хорошо. Да. Ну и что касается, вот для любого рыбака есть трофей, его гордость. Чем гордитесь лично вы? Вот вы, Вячеслав, и вы, Мейрам. Я пока тайменем крупным и щукой. Ну и налим. Сколько крупный. Килограммов? Налим самый крупный был, больше 12. Так, щука под 11 с чем-то была. И таймень до 10, по-моему, был. Ну, это достойно уважения. Мейрам, поделитесь вашими успехами. Я таймень еще, конечно, не ловил, но мне удавалось ловить налима. Лучше не говорить. Сколько весит? Да. А щука у меня 14 килограмм. Это, вот видите, вас даже переплюнули. Да. Значит, есть к чему стремиться. И расскажите, какая ваша мечта? Вот о чем вы мечтаете? Чтобы больше людей узнало о нашей республике, чтобы у нас развился наш внутренний туризм, чтобы больше приезжало к нам туристов, чтобы люди на этом, наши жители, зарабатывали, чтобы, в общем, в республике у нас все было хорошо, вот поэтому в этом плане туризма. Вот это моя мечта. Мейрам, о чем вы мечтаете? Мечтаю я мир повидать. Вот у меня на каждой стране у меня есть блогеры, друзья. Ну, замечательно. Мы желаем вам, конечно же, успехов, желаем вам клевого, ну и чтобы ваш контент был востребователен, интересен, наполнен, ну и чтобы вам, главное, нравилось то, чем вы занимаетесь. Большое спасибо. Спасибо вам. Возвращайтесь с добычей. Спасибо вам. Спасибо.
А теперь самое время узнать о последних новостях. Якутия, доброе утро. Далее блок новостей. Региональный колл-центр 122 принимает звонки от жителей Якутии по вопросам волонтерской помощи семьям мобилизованных. С начала работы на горячую линию поступило более 340 звонков. Сейчас операторы базируются на месте добровольческого штаба «Мы вместе». Специалисты принимают звонки с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов без перерыва. Отметим, что обращений стало в разы меньше по сравнению с предыдущими неделями. По этой линии принимают только заявки на волонтерскую помощь семьям мобилизованных. Чтобы дозвониться, необходимо набрать номер 122 и нажать кнопку 6. Конечно же, в первые дни звонков было больше, да, то есть семьи нуждались в поддержке от волонтеров, да, то есть в виде доставки продуктов питания, в виде помощи в быту, да, в дворовых работах, подготовке в зиме и так далее. Вот. Но сейчас у нас штабы работают во всех муниципальных образованиях, где наши волонтеры вот уже помогают семьям мобилизованных, да, на постоянной основе, то есть если им нужна будет помощь, они уже напрямую выходят, и, соответственно, вот звонков в колл-центр сейчас уже немного меньше. Установлен новый тариф на перевозку пассажиров судами на воздушной подушке по маршруту Якутск-Нижний Бестях. Стоимость проезда 500 рублей с пассажира. Предусмотрена 20% скидка для нескольких категорий граждан: ветеранов Великой Отечественной войны, тыла, труда, участников боевых действий, студентов и многодетных семей. Также действует программа лояльности «Свои» от Алмаз-РГН-банка. Суда «Нептун» компании «Лена Турфлот» способны передвигаться как по льду, так и по воде и суше. Несмотря на свои габариты, вездеход может развивать скорость до 80 км в час, благодаря чему путь из Якутска до Нижнего Бестяха занимает порядка 20 минут. Марафон финансовой грамотности стартовал в Якутии. Любой желающий может посетить лекции и мастер-классы по планированию бюджета, а также принять участие в тематических конкурсах и выиграть призы от организаторов. Продлится мероприятие до 29 октября. Финансовая грамотность затрагивает интересы каждого человека, ведь в конечном счете от уровня финансовой культуры зависит не только личное благосостояние, но и устойчивое экономическое развитие республики и страны. А обучение подрастающего поколения основам управления личными финансами особенно важно. Это одна из ключевых тем воспитания в семье и в обществе, отметил министр финансов республики Валерий Жандоров. И о спорте. В преддверии международного турнира по вольной борьбе памяти заслуженного тренера Дмитрия Коркина сборной команде республики вручили единую экипировку с якутским оберегом. Мэр Якутска Евгений Григорьев не первый год поддерживает вручение формы для сборной команды. Единая экипировка стимулирует, придает силу духа, уверенность и сплачивает вольников в единую команду, уверены спортсмены. Отметим, до международных соревнований остается всего неделя. Подготовка продолжается. Проводим совместные сборы со сборными командами Республика Тыва, Республика Бурятия, Иркутская область и Красноярский край. Такого сбора не было давно, и мы будем дальше работать совместно с другими регионами, чтобы после Крылова оставаться на турнир Коркина и между ними сделать сбор. Форма, конечно, объединяет ребят всех, поднимает дух ребят, настрой. К текущему часу это все новости. Всего доброго и удачного дня. Спасибо нашим коллегам. Ну а в наше время культура чаепития переживает еще один подъем. Чаемания опять в тренде. И любителям чая наверняка станет интересно узнать о самых необычных национальных традициях. А красивый чайный сервиз – это мечта многих. Один из таких хранится в Национальном художественном музее. Национальный художественный музей обладает прекрасным чайным сервизом, который выполнен на Императорском фарфоровом заводе. Это одно из крупнейших предприятий в Европе. Оно основано в 1744 году и носит имя Михаила Васильевича Ломоносова. Этот чайный сервиз поступил в музей в 1987 году, и выполнила его замечательный мастер, художник Григорьева Лариса Ивановна, которая поступила на этот завод в год окончания войны и прошла всю профессиональную школу классического мазка, понимание формы, понимание цветовых пятен.
В 1951 году на этом заводе состоялся художественный совет, которым руководила знаменитый скульптор Вера Игнатьевна Мухина. И вот именно она, посмотрев работы Ларисы Ивановны, дала хорошую отметку этому автору, и с той поры начался творческий путь самостоятельный Григорьевой Ларисы Ивановны. Вообще ее росписи характерна такая живая эмоциональная окраска, этих красивых ярких пятен. Это говорит о том, что художник очень трепетно относится к декоративному изображению, к орнаментальному изображению. Этот сервиз очень яркий, праздничный, по поэме Александра Сергеевича Пушкина «Руслан и Людмила». Это образец таланта художницы и как человека, который преклоняется перед творчеством великого поэта. Она создала эту сказку очень тонко, изящно и смело. Ну и на этом наш эфир почти закончился. И самое главное, чего многие из вас ждали, это, конечно же, итоги нашего фотоконкурса, который мы на этой неделе объявили. И давайте, прежде чем мы объявим имя победителя, предлагаю взглянуть на фотографии, которые вообще были нам отправлены вами. Ну, действительно, такие прекрасные, очень много кустов, деревьев, покрытых снегом. Выглядит все это так замечательно, так завораживающе. Вот, допустим, лесная тропинка зимняя, или вот уже первый снег на асфальте. Много замечательных вещей. Ну, это вот как бы снега вроде нет, но видно, что зима, осень, возможно, где-то вот он уже намечается на этой фотографии. Ну, а победителем стал нашего конкурса Владимир Григорьев. Его фотографии вот мы видим вновь на экране. Это Якутск под снегом. И обязательно наши редакторы с вами, Владимир, свяжутся, скажут, как получить свой приз, который точно будет. Ну а мы на этом с вами прощаемся, желаем отличных выходных и по традиции в пятницу завершаем музыкой.